Это первый случай коронавируса в Петербурге. Заболел студент из Италии, приехавший в Россию по программе обмена. Рикардо, так зовут этого студента, прибыл в Петербург из Милана 29 февраля. В аэропорту Пулково у него измерили температуру, однако все было нормально, и Рикардо заселился сюда, в общежитие университета имени Мечникова на проспекте Просвещения. 2 марта он почувствовал себя плохо, обратился к врачам и был госпитализирован в Боткинскую больницу. Следом на карантин закрыли все общежитие. Студентам запрещено покидать здание. Всех, кто отсутствовал в момент объявления карантина, администрация вуза обязала вернуться. Я в спортзале был. Я спокойно отношусь. Посижу дома, почитаю книжки. Студенты идут нагруженные пакетами с едой. Колбаса, хлеб, йогурты. Для всех моих друзей, студентов, которые сейчас не могут выйти. Кто-то с утра еще успел заказать еду в службе доставки. Этого курьера впустили, но вскоре охрана перестала открывать двери тем, кто хотел передать продукты. Не берут. И даже тем, кто приехал брать анализы. Я только что звонила Елене, 97-я поликлиника. По кадрам, которые сами студенты снимают внутри, видно, что обстановка немного нервозная, но от паники далека. Нас проверяют эти эпидемиологи, меряют нам температуру. Воду привезли, также еду. Нам завезли очень много средств для гигиены рук, антисептики. Как уверяет администрация вуза, студенты снабжены всем необходимым. С того момента, как мы были вынуждены ввести такие мероприятия, мы продумали о том, чтобы была вода питьевая, чтобы было питание, чтобы были необходимые средства гигиены. В связи с карантином университет перешел на дистанционные программы обучения. Студенты, находящиеся в условиях карантина, понимают, что мера эта вынужденная и необходимая, ведь они сами медики. Но в то же время они еще совсем молодые люди, которым скучно сидеть в заперти. И поэтому они разбрасывают из окон вот такие вот бумажные самолетики с разнообразными шутливыми посланиями. А вот здесь один из студентов, по всей видимости, изобразил коронавирус. Беру эту бумагу в перчатках, на всякий случай. А Рикардо известно, что заболевание его протекает в легкой форме. Также в Боткинскую больницу госпитализированы еще 4 студентов, с которыми он контактировал. Нас пока ни о чем не информируют точно, и, собственно говоря, это и не имеет права, потому что это его личное дело. Но, насколько мне известно, его состояние удовлетворительное. Всего в изоляции сейчас более 700 студентов, 20% учащихся Мечниковского университета. Салима Зариф, Сергей Ищенко, Дмитрий Мещерский, Галина Орлова и Александра Колкова. Вести. Санкт-Петербург.